Ну, на мой первый взгляд, вот это мясо подворного убоя. Чем отличие от промышленного? Потому что оно бывает, ну, не вытянутое мясо, да, например, а в промышленных условиях туша вытягивается. И, во-вторых, при подворном убое мясо бывает плохо обескровлено. Значит, это в сосудах отмечается наличие крови, чего не бывает при промышленном убое. И при промышленном убое полученное мясо, оно хранится долго, в связи с тем, что туша была хорошо обескровлена. И опять-таки при промышленном убое мясо проходит вот именно такую стадию по правилам. Это стадия созревания мяса. Оно происходит при низких плюсовых температурах, ну, в течение примерно 72 часов. Это получается в течение 3 суток. И в этот момент в мясе происходят сложные биохимические ферментативные реакции, и мясо приобретает в тот момент вкус, сочность, и мясо получается намного мягче. При промышленном убое, при соблюдении температурного режима мясо можно хранить до 18 месяцев. При определенных температурах, при низких, при минус 18, например. А когда туша, то есть мясо плохо обескровлено, оно уже быстро портится. Скажем так, в этом случае допускается такое мясо к продаже, и по какой категории, сколько она должна стоить? Ну, подворный убой, он был еще запрещен с советских времен. И тем более, что у нас с 1 июля этого года вступил технический регламент Таможенного союза в обращении, то есть в реализацию, там, хранение, перевозка подворно забитого животного, например, мясо такого животного, оно уже не подлежит в обращение. То есть они могут забить в своем подворье только для собственного употребления. Чем чревато подворный убой? Потому что оно не всегда проходит предубойный осмотр ветеринарными специалистами, и чаще всего ветеринарно-санитарная экспертиза мяса не проходит. И при подворном убое можно упустить больное животное. Или, опять-таки, оно может быть забито в таком предсмертном вагональном состоянии. В принципе, у нас есть такие особо опасные болезни, которые являются общими для человека и животных. И, в принципе, человек, употребляя такое мясо, которое было забито в подворных условиях, может заболеть. Показывает о том, что это мясо забили это при плюсовых температурах. А написано свежий забой? Ну, это, наверное, Снегино-Кангаласского. Там... Какой период времени можно считать свежим забоем? Мы вчера 2-3 дня назад. Даже если мы будем соблюдать все вот эти сроки стадии созревания, например, да, оно должно быть меньше, чем за 3 дня, да? Ну, как так? 3 дня назад. 4, скажем. То есть здесь далеко не 3 дня, да? Нет, тут далеко не 3 дня. Это не свежий забой. Вот это жеребятина? Это жеребятина? Написано, что жеребятина. Нет, это не жеребятина. Да? А как вы определили? По цвету жира, по форме, по ширине ребра. И оно уже несколько раз перемораживалось и размораживалось, и поэтому вид мяса получился такой вот темный. Оно еще не замороженное. То есть оно... Можно хоть что сказать. Сколько замораживается? Вот это же такой желтоватый такой, да? Это потому что это уже не жеребятина. Взрослое животное. Ну, больше года. Больше года. У нас жеребятина считается до года. А разморозка сколько раз нужно делать? По правилам оно должно 1 раз только подлежит замораживанию. А здесь мы сколько раз видим? По-моему, тут уже 2-3 раза. И об этом говорит цвет. Цвет. Темный, да?